Можно, говорит, смотреть на три вещи. Как горит огонь, как текет река, и как Андрей Викторович нарезает колбасочку. Одним движением руки, говорит, вчерашний ужин превращается в завтрак, да? На рыбалке как-то так. Вон, Духа, тебе такой при бомбах. Потом если палец на крючок ты воткнешь, чтобы долго ты не Да? Да, он? Чик-чик. Да у меня штиль есть, я его завел, да че? Штилем ты видишь, как бы, может не один палец отмотать сразу. Если плохо, то прицелишься. Все, прикольно? Ну это такая, да, в машину где такие, на снегоходе едешь, там ветку спилить. Когда мешает там по путику, знаешь, такая она. Да, зубастенькая. Угу. Чекончик. Угу. Повесить. Пошел в лес грибы пилить. Напилил грибов, пришел домой. Нет, за грибами надо косу брать. И косить, да? Да. Ребятки, доброе утро. Так, ну что, у нас третий день нашего похода. Налимья история. Осень 2024. Конец октября. Проснулись, в общем, друзья. Вчера замотались, что-то поужинали, короче. И я не вывез сходить вот эти донки береговые, обрывистые проверить. Ну и дождь херачил, что-то мы так устали. Поели, знаете, и все. Тепло. Целый котелок почти убили. Ну вот немножко осталось как раз на завтрак. От этой получается 700 грамм макарон, короче, вчера лупанули. Вот. Ночью, в принципе, спокойно. Тепло. Ну, всю ночь, вот вчерашний вечер, как дождь начался, он не прекращался. Вот сейчас только какое-то более-менее такое вот затишье, но скорее всего опять будет дождь. По прогнозу посмотрел, сегодня будет целый день дождь. Периодически вот такой кратковременный, то бишь он заряжает, прогал, заряжает, прогал. Такой вот этот беспонтовый. Завтра вроде как погода без дождя, а потом снега, ребята. То бишь мы сегодня еще живем, еще рыбачим, а завтра, скорее всего, будем валить когти, будем дергать, короче. Макарошки с колбаской. Сергей Витальевич, доброе утро. Доброе утро, страна. Вот. Поставили чай. Сейчас заварим опять термос. Заправим и так на целый день горяченький чаек выпиваем. Потом термос выпиваем, опять заправляем. Ну, так намного проще, нежели постоянно его греть, кипятить. Вот. Ну, сейчас позавтракаем, что, потихоньку раскачаемся и что, поедем посмотрим. Все на миногах стояло. Со вчерашнего дня стоят береговые, и со вчерашнего вечера, буквально уже в ночь, мы поставили на миногу на пляжу. Вот, может быть, что-то даже будет интересное, будет, есть на что посмотреть, мне кажется. У нас еще есть миножки чуть-чуть на перезакидку. Ну, наверное, мы еще съездим сегодня штук 10 копанем. Там еще лягушки есть. Еще лягушки есть, да, так что нормально. Ну, в общем, как-то так. И сегодня надо жарить рыбу, по-любому. Там 3 претендента, которых нужно готовить. На обед сегодня будет жареная рыба. Это кровь из носу. Сегодня у нас, знаете, ребят, такой, я Сереге предлагаю, говорю, давай сегодня вот этот режим, туда носимся, туда. Сегодня так как-то, ну, надо немножко и отдохнуть, в общем. Мы сегодня, как бы, знаете, в общем, палаточный режим, будем просто периодически проверяться. Часов нету, зато цепочка. Ну, короче, погнали, ребят. Давайте. Ну, все. рассвело, значит уже утро. Ну, как-то так, да. Так что все, еще денечек. Такой самый любимый моей рыбалки. Тем более в палатке. Вообще кайф, конечно. Вот такая непогода за бортом, а здесь у нас сухо, тепло. И кормят еще даже до кучи. Да, даже солнце ходит и в шортах. Ну, да. Так что такие дела, ребятки. Все, поехали. Третий день понеслась. Ага. Ты что, говорит, макароны с сливом ешь? Это же, говорит, мучное, да?
ты что, говорит, вино вином запиваешь, виноград с вином, говорит. Понял. В лесу, мне кажется, чем все это жирнее, чем майонезнее. Потому что, ну, не всегда же ты можешь там поесть. Вот, допустим, мы с тобой заезжали, считаем, вот, вчера только, грубо говоря, горячего вот поели такого что-то. А так все заезда чисто на таких перекусах. А потому что некогда, блин, нифига. День короткий, видишь, офигеть. Если зимой на жаре стоишь, в палатке ночуешь, тут-то еще и ночью рыбачить нужно, видишь, для кучи. Вот такие дела. Езжать. Да, приколотить. Чтоб не крутилось. Она не такая, что ты сразу обожжешься. Но если когда ты будешь наливать, держать, то она горячая. Александр, мои поздравления. Раскрывай рюкзачок. Ну что, отзавтракали, ребята. На реке такой полный штиль стоит. Блин, вчера такая, конечно, погода была. Я донки там выставлял на миногу. Труба что творилась. Даже крючок в палец вонзил, блин. Ну, слава богу, достали. Ну, болит палец, ребят, страшное дело. Как раз еще большой палец, прижимной, насадочный. Да вообще, что угодно, что делаешь. Все пальцем этим тыркаешь. Ну, погнали посмотрим, что матушка Вычегда нам предоставит на миножку. Что нам выделила? Что. Все наше, как говорится. А сегодня прям такой туманчик, блин. Но всю ночь дождь шел. Вот Сереги еще на червя стояли. Надо тоже будет оснастить их на червя. Вот. Вчера я не проверил, конечно, но нужно было. Но погода, ребята, коррективы, и просто промокли все. Сил не было уже. Просто поел, и уже я вижу, что все, силы у меня покидают. Ну, понятное дело, что за эти сутки сна особо никакого. Плюс погода, ветрище такое. Я вчера стоял, вот прибой шел так, что, ребята, вот прям вот до сюда волна упиралась. Сапоги прям мылило. Ладно. Посмотрим. Я думаю, должно что-то быть. По крайней мере. Ну что, донки вроде все на месте. Ничего штормом не потащило, не поломало, не вымыло. Первая доночка. И сразу рыба. Походу, да? Первая рыбка, ребята, сразу на миножку. Походу небольшой налим. Бака. Вот миножка. Вот налим. На миногу. На миножку. Ты еще и живая? С ума сошел, что ли, живая? Что, пойди, клюнет на нее, еще нет. Ничего не клюнет, Серега. Дуру не гони, блин. Все должно быть живое. Наживка должна быть живая. Всегда свежая. Даже черви. Я тебе сколько раз говорю, надо добавлять, обновлять. Они в холодной воде белеют. Понимаешь? Соответственно, уже запах не дают тот, который должен быть. Хотя черви
вообще особо запах не дает. Ну вот, допустим, до дробена он дает. У него свой такой запах. Вот, вчера клюнул, выходил. Вот. Сейчас забросим заново. Пускай ловят снасти наши. Оп. Блин, штиль такой. Классно. Аж приятно, блин. Все, идем дальше. Так, вторая доночка. Вторая доночка, здесь никого. Пусто. И миножка живая. И миножка живая. Давай мне на вторую поставлю. Или что, не будем ставить? Что не ставить? Миножка живая, никто ее не съел. Какие прутки-то, а? О, беленькая пойдет. А? Беленькая, говорю. Ага. Так, ладно. Вторая пустая. Опа. Блин, палец болит, конечно, у меня. Так, третья. Третья тоже пустая. Опа. Еще какой-то зацеп там. Намрывом. Миножка на месте. Никто ее не ел. Миножка на месте. Ладно, полетели домой. Опа. Так, четвертая донка. Смотрим. Ага, пустая. А вот на пятой кто-то есть. Так, ну здесь били миножку. Здесь били. Насаживаемся. Минок немного, так что по одному поводку ставим. Ага. Обязательно губу надрываем, чтобы не закапывалось. Или можно за губу вот так. В принципе, глубоко. Ноги там как-то через жабры. Там дырочки есть у них. Можно ставить. Я под хвостик, по привычке. Как научили, как дед научил, так и ставлю. Как батя, как дед. Опа. Отлично. Так, друзья, пятая донка. Всего здесь у нас, ну, у меня 7. Здесь какая-то рыбка. Я еще сдалека, когда шел, видел, что качнулась. Так что смотрим. А никого вроде и нету. Как будто качалась. Как будто бы качалась. Как будто бы качалась. Ага, крючок разогнутый. Нет, не должно быть. Ушла, что ли, рыба? Шестая донка, ребята.
6-я доночка. И тоже пустая. Ну, как-то не густо. Вообще, я бы сказал. Вон, немножко на месте, живая, живых. Живая всех живых. А нифига. Никто ее не хапанул. Опа. Вот так вот. Ну и сразу недалеко 7-я. На червя даже получше было. Но на червя ходить надо. Но здесь у нас есть на 7-й есть налимчик небольшой. Может и не налимчик. Сейчас увидим. Пиявка идет. Вон какая минога. Такой налимчик. Опа, ну повезло тебе, друг. Давай, сумасшедший какой-то. Ух, черныш. Местный. Под кочку станет, хрен ты его увидишь, блин. Повезло. Не заглотил, так ладно уж. Пускай растет. Перекрутил тут все за ночь. Перекрутил все тут за ночь. Так. Это надо выдирай, Серег. Дай. Сам все сделаю. То сейчас тебе палец тоже пробью. Да. Давай. Так, ребят, ну вот, обрыв. Яма. 7 донок. 2 налимчика. Налимчики даже, это не налим. Ну как не налим? Налим. Ну, небольшие. Небольшие. Одного забрали, одного отпустили. Повезло. Ну где-то вот тут сбоку крючки, когда остаются, стараюсь отпускать, конечно. А когда где-то там по жабрам, бесполезно. Вот сейчас у нас в садке уже плавает 4 штуки. Вот, соответственно, в воде бы было то же самое. А так, как минимум, как бы, ну забрали на жареху. Вкусная рыбка, что. Вот. А то постоянно пишут там, мелочь-то, не мелочь. Да успокойте, ребята, свое блатное сердце. Вот кто вот это пишет, реально. Так надо, говорит, экстрактор брать. Экстрактор, ребята, это там для леща, для плотвы, когда у него крючок во рту, а здесь крючок в желудке. Он просто всасывает в желудок. Вот такая рыба. И пока ты там его достанешь, пережмешь его всякого разного, а экстрактор не поможет. Знаете почему? Потому что налим сжимает рот сразу. Я вот палец сую, он мне палец сжимает, и у него там такая щетина. Зубов нету, но есть такой напильник небольшой. У меня весь палец уже покоцанный. Соответственно, здесь тоже никак не пойдет. Зевник сувать, это не щука. У налима пасть небольшая, с зевником разорвешь. Налима ловят как? Его сразу глушат, чтобы он не извивался, ничего не перепутал. И ты спокойно достал крючок. Вот и все. А особи, не особи, ну, у нас вот такие особи. Есть у кого-то и побольше особей. Не знаю. Ставить большие крючки, отсекать мелочь. Тоже такое. Будешь просто сидеть по ночам и вообще ничего не увидишь. Так что в каждом регионе, ребята, свои какие-то моменты. Вот. Ну все, едем на ту сторону. Посмотрим, что дал пляж. Все-таки я на пляж-то больше надеюсь. Вчера мы там вечером 5 штучек взяли. Домой 3 штуки привезли. Вот такие дела. Посмотрим, сколько у нас, ребята, миножечек осталось.
Вот так в песке ямку выкапываешь. И туда надо воду поменять. Что-то там две штучки-то всего, что ли. Копать надо, да? Ехать. Раз. Лягушка. Два. Кушок еще вчера попался. Живой бедолага. Все. И лягушка мертвая. Угу. Да. Две миножки и кушок. Не густо. Две миножки огурчок? Да. Добрались до пляжа. Добрались, переехали. Одна палка валяется. Она стояла вот так боком. Сейчас упала просто. Офигеть. А одна, может, какая-то рыба заломила-то палку-то, ё-моё. Непонятно, что тут происходит. Может, просто упала. Вся, блин, в этом, в дерьме. Надеюсь, так-то бы уже утащила бы. Ай, катушки жалко, конечно. Что делать? Ничего не поделать. Есть. Есть. Опять же небольшой что-то. Небольшой налим. Просто от волны может. Сейчас что-то. А нет, просто бровка что ли какая-то. Такое ощущение, что не налив нифига. А, ну да. Это окунек. Причем хороший горбачок. О, какой красавчик. Чуть не сошел уже. Такой, ребятки. О, смотри. Сейчас бы отвалился уже. О, какой красавчик. А? Хе-хе. Приятненький. Дальше смотрим. Что тут у нас, как дальше? Есть. О, есть. Сергей Витальевич. Это оно, да? Это походу что-то оно. Вот бровочка-то дает, а? По красоте.
Хороший, наверное, улыбака. Скорее всего. Хотя хрен знает. Такой 1,5, наверное. Полторашничек такой приятный. Опа. А? Ну, больше килограмма, да. Вот, нормально. Как говорится, по красоте. По красоте, по красоте. Там, блин. Пальцы мои бедолаги уже все больные. Все больные, все. Вон желудки, блин. Крючок-то. Вот такой налимчик, ребятки. Как-то так. Не ставят, не обманывай. Так, что, третья у нас? Третья пустая. Вот конкретно та бровка, блин, вот этот поворотик дает почему-то, не знаю. Что там интересное, походу. Кто-то по голове дал. И все. Червей туда да насажу червяка еще. Мало ли. Кого-то заинтересует. Вот такой бутерброд мясной. Да, много хвостатая. Есть. О, сопротивляется-то как. Даже вроде неплохой. Нормальный, хороший. Килушечка-то точно есть. О, на миножку-то пободрее. Красавчики. Опа! Сюда ходи. Черный такой красавчик. Заел опять. Рот. Ну, просто в большей степени сейчас бы я бы угомонил, но мы в садок рыбу ложим. Чтоб хотя бы как-то ее, чтобы она живая была. Чтоб сохранить. Этот заел вообще капитально. Мать моя женщина. Так, все, последнее у меня. Потом еще у Сереги. Посмотрим, что та бровка-то. Вчера Серега там поймал 2 штучек. Все, пусто. Ну все, Серега, давай теперь ты тоже парочку. Таких же. Вообще будет огонь. Не зря, не зря. Такие уже не-то хорошие уже, такие жаренки-то. Килограмм-то что, нормально. Вон, тут немножко даже живая вроде походу. Ага.
Даже минога живая, никто тут не добрался до нее. Ну ладно, сейчас днем может щучка, окунек бахнуть. Вот так вот. Так. Ну что, друзья, давай делаем вставки. Серег, я пальчики жму, скрестил, чтобы ты поднял нормального налимчика, раз приехал в такие края. Да. Давай. Давай, медвежонок, делай. Вещи. Че? Я так понимаю, пусто, да? Особо не ощущается. Ну, тяг-то сразу, понимаешь. У тебя 80 грамм грузило, это мое грузило-то. Здесь. Что-то водит? Есть, да? Есть. Есть, да. Что-то есть. Есть. На тебя пошел. О, А, небольшой. Пуху! Засранец. Небольшой засранчик. Вот и миногу, ребята. Не побоялся такую миногу захомячить. Тут Сереги вчера ставили крупную. У него крючки тут большие. Да. Вот так вот палец, ребят, страдает, видите? Вот так вот. Пальцы, конечно, жесть. Здесь пробитый. Грязные ногти. Все такое, ну, как-то так. Нормально. Речку подмотай, чтоб натяг был. Угу. Так, вторая у Сереги. Ну тут, конечно, капитально у него. Капитальная астраханская снасть, блядь. Удочка, блин. На сазана, блин. Давай, Серега. Аж сигареты валятся. Есть? да, по-моему. Качай не катушкой, вытаскивай и потом крути. Это есть. И неплохое, по-моему. Ого. Видишь, миножка животворящая что делает. Ну, какое-то неплохое. Всё. Стандарт у тебя идет, блин. Грязнобай. Грязнобай. Так, ну что, вторая закидушка, второй налимчик. Тоже пойдет. Ну, блин, мелкий. Мелкий. Так, третья, не знаю. Тут что-то подснесло, смотри, Серег. Это я ее ставил, помню я. Не должно быть так. Ее что-то подснесло, рыбейка, значит. Должна быть, мне кажется. Или так и есть. Нету, да? Ну что-то непонятно, что-то как будто то ли по дну, а ты. По дну, да. Миляк. Далеко кидать надо, но. Нет, это не я ее ставил. Это ты ее ставил, бля, походу, бля. А, я последнюю ставил, да, ты ее ставил. Ну, ты куда втыкаешь-то, Серега? Ну, под хвост сюда втыкать. Ну, куда попало? Ты ее пробил, она умерла у тебя. Ну, хрен с ним. В смысле, хрен с ним, блядь. Ставить так ставить нормально надо. Может пересадить сейчас ближе к хвосту и. А что толку-то? Она уже мертвая. Ну, кидай. Ты ее в пузо пробил, она умерла, вытекла кровь, все.
наживка не работает. Живая, она уже живая. Сам же понимаешь. От слова живец. Да. Так, ладно. Четвертая. Последняя у Сергея. На импровизированной подставке. Такой. Есть, да? Есть. Папка ставил эту закидушечку-то. Нормально. Качай, качай, чего катушка мотаешь? Ты вот так, оп, жужик вымотал, подмотал. Гуляет вроде. Ну, Серега, у тебя, короче, у тебя размер вот такой. Стандарт, понял. У тебя, Серега, вот такой стандарт. Ага, ну, слушай, 4 закидушки, 3 налимчика, и нормально, вполне пойдет. Это с тем расчетом, что мы не сидели ночью. Как бы, результат мог бы удвоиться, но утроиться, но... Погода внесла свои коррективы, вчера промокли нафиг. Страшное дело. Пойдет, отлично. Ну вот, песочки-то пободрее, ребят, будут. Там 2. Там у меня 2 таких, более-менее таких. Окунь попался. Вот, и у Сереги тут 3 небольших. Я считаю, неплохо. Неплохо. Опять есть что положить в садочек. Вот, ну, наживку нам надо. Нет у нас осьминоги. Надо наживку. Сейчас отобедаем. Надо рыбку приготовить и поедем. Поедем, ребята. Дров надо приготовить. Такие дела. Конечно, если вот тут у тебя стояло-то. Ну, блядь. Ой, дал. Не бзди, Серега, нормально все. Предупреждай. Вот так вот. Немного хотел, ребят, показать и рассказать, как живем. Ну, понятно, что вот такой творческий беспорядок у нас в палатке. Ну, там вещи, все под рукой, как говорится. А так вот именно по поводу палатки. Палатка «Берег», ребята, ФП-4. Это вот одна из самых больших палаток у меня. Она у меня новая. Не так давно я ее приобретал. Кто на канале знает, что я полностью поменял все комплекты. Вот. У меня была наподобие такой палатки, и я, естественно, взял вот от «Берега», потому что, ну, у них вот все вот эти ништячки, вот эти крючочки, конечно, ну, прям ништяк. Всю ночь шел дождь, ребята, ни одной капли. Материал Оксфорд, шикарно все скатывается. В плане дождя, снега идеально. Вот
Вот так как-то она выглядит. Здесь дверь такая на липучках. Ну, естественно, еще есть двери. Я имею в виду на молниях. Утянулись вот так. В принципе, нормально. Окна. Уже не лето, уже все закрыто у нас. Так, это по поводу, что палатки. А так, в палатке, ребятки, у нас 2 раскладушки, стол большой от кемпинга. Вот, раскладушки новые, тоже бериевские, ребята. Вот эту я брал вместе с комплектом. Брал палатку, раскладушку, печку. Вот. У них уже идут вот такие подставки. Видите, ребят, чашки такие широкие. Не маленькие, а это вот именно новых, от новых раскладушек. Вот есть старая раскладушка. Это я с рук купил у человека. Здесь вот такие чашки, видите, небольшие. Вот. А вот на новых уже вот такие широкие чашки. Для чего? Ну, на песке, да, допустим, там не проваливаться. Но нет, ребята, это в большей степени для эвополов в зимнюю палатку, чтобы не дырявить полы. Вот расположение как-то так. Я здесь сплю. У меня в моем распоряжении 3 органайзера, окно, крючочки вот такие, сушиться. Большая сетка сверху тоже. И у Серега также. Вот у него тут место. Вот. Печка брал с комплектом, ребята. Печка вот тоже из новых моделей. Вот, 35 литров. Интересная такая печка. Вот. Здесь есть каминное окно. Вот эту подставку мы удираем. Там есть окошко. Вот. Регулировка тяги. Рукоятка. Все на пружинках. Ничего не греется. Долго думал, что это зольник, ребята. Это даже не подставка под ножик. Потому что ножки тут не влезет. Это типа как духовка. Чтобы что-то готовить. Такие экраны. Печка интересная. Труба спереди. Тяга идет, получается, назад. И возвращается. Здесь идет перегородка такая экранная. И все вот такое сеточное. Видите, ребята. Интересная, в общем, разработка. Но скажу сразу, есть минус. Потому что из-за вторым вот этим второй поверхности вот этого, да, печки, сильно не улетает зола. Соответственно, вот 2-3 дня у нас уже золы так нормально. Печку нужно чистить. Какой-то мотор идет. Но это с другой стороны не особо летит пепел на палатку. Хотя там у нас стоит искрогаситель такой неплохой. Здесь такие утяжки. В комплекте шел тросик. Если, допустим, сильный ветер, чтобы трубу не поломало, протягиваем трос, натягиваем конкретно трубу, и труба у нас стоит ровно, прямо. Ребята какие-то на ПВХ-шечке. Ну и вот сверху вот такой, ребята, искрогаситель. Он полностью закрытый, и вот получается стоит сетка. Не знаю, вот топил брикетами, у меня подтек из-за него был. Не знаю, может даже я верхушку эту и уберу, чтобы было открыто. Так, ну в общем, как-то так, ребята. С собой вот такой аппарат Ромас у меня. Это RS1000 и есть RS500, есть RS1500. Это у меня RS1000. Вот, заряжаюсь. Ну, заряжаю все, ребята. Сейчас вот стоит на зарядке лампа. Раза 3 уже телефоны заряжал, фонарик заряжал, батарейки заряжал. Лампа это, чтобы вы понимали, 10 000 мА. 20-ку Ромаса заряжал, Серега заряжался. За 3 дня у нас 73%. То бишь еще можно жить и жить. Здесь даже 220 есть. Я уже показывал. Выход на прикуриватель. Фонарики там есть на нем. Ну, штука классная. Это портативная станция, в принципе. С ней можно жить неделю вообще в легкую. Освещаться, заряжаться и так далее. Вот. Ну, как-то так. Полулетний я не стелил, потому что грязно. Вот так ходишь, глина, не глина.
чтобы полы не зачуханить на травушке. Ну а так на раскладушках спим. Серега здесь, я здесь. У нас вот барахло, конечно, все я занес, потому что дождь херачит. Пила даже здесь у нас. Плитка. Мусорка. Короче, творческий беспорядок рыбака, ребят. Тут горелка, сухой спирт, если, не дай бог, печка потухнет. Вот. А так вот кидаем такую вот, она полусырая такая, знаете, и нормально. Вон, пошла возня, и он потихоньку шает. Вот как-то так, ребята. Так и жили, говорит, спали врозь, а дети были, да? Ну, в принципе, комплектом я очень доволен. Это непосредственно такая серьезная палатка. Можно тут втроем умещаться на раскладушках вполне. Мы уже пробовали спокойно. Вот, есть у меня теплые полы под эту палатку, то бишь это как раз вот именно экспедиционная такая вот серьезная палатка для выезда. У меня еще есть берег МФП-2, вот именно в одного выезжать. Так что, ну, я в принципе доволен. Все классно, все четко, все ништяк. Все, жарим рыбку.